Так, вторая часть. Ждем второго круга. Сейчас заканчиваются забеги РПБ. Дальше побегут выпиты. Вот. К сожалению, есть плохие новости. Фрея повредила лапу тросом. Ее зашивали здесь на трассе. Поэтому она пропускает там и выставки. И вроде она была записана в Суханово. В общем, вот такая неприятность случилась с Фреей. Вот. Скорее всего, есть выздоровление, конечно. И, ну вот, действительно, опасно получается конфигурация немного. Трассы все-таки много выпитов налетает на этот трос. Вот сейчас трасса будет запущена в обратную сторону. Может быть, будет попроще. Хотелось бы на это надеяться. Все-таки травмы нам не нужны. Еще из интересного, ну, может быть, кто-то следит за забегами Бассинджи. Викантесса как на Уорренс сегодня выиграла и даже обогнала впервые за 5 лет вторую собаку своей владелицы Шаню. Вот так вот дождалась своего часа. Так что у каждого спортсмена есть его звездный чемпионат и его звездная трасса. Пока можем наблюдать зарядку трассы и готовится РПБ. То есть пока еще не выпиты. Ну, посмотрим на борзых. Наверное, командный старт. Сложно сказать, почему одна из собак была без попоны. Может быть, белой попоны не нашлось. Но бежала она очень даже достойно. Вот, поэтому, если это резервная, то это очень странно. Собака явно уровня того, что могла бы бороться из-за места. А может, просто не было попоны подходящего цвета, и поэтому решили выпустить без. Не знаю, как это прокомментировать, так как сам нахожусь в определенном неведении. Кстати, надо отметить, что после того, как стало вечереть, появились комары. Тут такая заболоченная довольно местность. И комары начинают одолевать. Поэтому будем надеяться, что довольно быстренько наши выпитосы отбегают. Ну и следующий, я думаю, стрим мы будем уже делать с награждения выпитов. Кстати, солнышко выходит. Пока еще выпиты не бегали.
Ждем забегов. Сейчас прошу прощения, надо подключиться к зарядному устройству. Вот, все. Пока мы можем зарядку трассы. Мне кажется, после того, как вышло солнце, стала более контрастная картинка. Не знаю, как у вас получается, но в принципе должно быть более видно, мне кажется. Потому что чем больше света, тем легче справляться матрице фотоаппарата. Ну, так, я вижу, идет Джой в красной попоне. И с ним, похоже, побежит Steam. Так что с минуты на минуту ждем начала забегов у Whippet'ов. Благо и трасса практически готова и заряжена. Вот, собственно, вот если вы видите, вот насчет того, каким образом осуществлялась жеребьевка, не могу точно сказать, по результатам первого или нет. Остается только гадать. Потому что тут вообще вот с информационными бюллетенями все не очень хорошо. В определенном вакууме информационном пребываем. А именно, например, я не знаю результатов первого круга. И судя по тому, что в чат тоже не поступает информации, и у нас никто не знает. Ну, я имею в виду из моих друзей, участников чемпионата. Джой модно идет. Красная попона, красный намордник. Примоднился. Так, собаки в предстартовой зоне. Даже не в пред, а в стартовой зоне. Последние приготовления. Дрон тоже в воздухе, можно слышать его жужжание. Так, судья покажет, что все готово. И пошел дележ добычи. Напоминаю, что Джей был в красном, Steam в белом. Я
не берусь особо оценивать собак, но мне показалось, что в первой половине Джой смотрелся поинтересней, а во второй Стим. Но, как бы, опять же, если брать критерии оценки, то часто работа вторым номером даже и ну, не хуже оценивается. Тут важны нюансы. Нюансы, естественно, видели судьи. Поэтому без судейских оценок я оценивать не готов. Это самый первый забег выпитов был. Выпитый стандарт. Кобели. Еще забыл сказать, что у Кати тоже там легкая травма при пуске Джоя в первом круге. Она повредила палец, он там дернул, она упала на руку. Так что хендлерам тоже иногда приходится несладко. Так, теперь мы ожидаем, чтобы увидеть, в каких цветах будет вторая пара. Что касается результатов первого круга, я сам очень хотел бы их увидеть. Надеюсь, они существуют где-нибудь в публичной сфере, и мы их сможем увидеть. Если нет, ну будем это по результатам смотреть дня. Опять же, награждение выпитов я планирую показать на стриме. Я пока увеличу немного. Вообще, может быть, действительно увеличить картинку? Как вы относитесь к такой идее? Вообще, напишите, произошло ли ухудшение качества, а то, может быть, действительно проще. Хуже качество, но зато видней. Ну вот. Тогда давайте вот в таком роде лучше смотреть. Итак, Sky будет в белом, Зевс в красном. Да я сам удивился, что так можно было. Век живи, век учись. Так, на старт. Остановка.
Обрыв произошел. Произошел обрыв троса. Кстати, за сегодня хватило бы на весь день одного аккумулятора на телефон. Ой, не на телефон, а на фотоаппарат. Но решил перед вот этим последним заменить, чтобы не снимать его уже с базы. Телефон укреплен на камере. Собственно, таким образом получается визирование. Но я тоже, кстати, считаю, что было бы более актуально пустить заново, потому что не так уж много они преодолели. Ну вот, происходит связывание, завязывание. Как вы видите, очень много людей на трассе все время находится. Много. Это, кстати, судья вот в голубой кофте и фиолетовых ботинках, сапогах. Так, оператор двигается к своей установке. Так, готовится старт. Ну, очень хороший, сильный забег, если бы вот не этот перерыв вообще. Очень хороший забег. Трасса называли цифру 600, но я тоже что-то не знаю, 600 по какой методике. Вот 400. Вот. Ну, 600. Ну, я не знаю методику измерений. Так, по-моему, у Sky не могут отобрать приманку. Я такое чувство. Несут свежие. Давайте так ближе, можно и ближе. Но это, вот это все предел. Чуть-чуть. Вот. Это предел увеличения. Ну точно, точно, вон он бегает с приманкой. Попробую заснять это, если успею.
без Али тяжело. Аля умеет нас с Рейси справиться. Я думаю, к Скаю она бы тоже нашла подход правильный. Ну, в общем, приманку просто отцепили и отдали, так что Скай ушел с трофеем. А вот и тут и Steam подключился, и даже псовый какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй. В общем, вы видели, да, эту сцену? Что Скай, поняв, что это не совсем та приманка, которая так ценна для людей, решил переключиться на другую. В общем, разбавил эту напряженную ситуацию с остановкой. Ну, понаблюдаем за зарядкой трассы вручную. Горизонт, я говорю, чуть-чуть завален из-за того, что не очень надежно крепление держит телефон. Вот так вот эта эстафета и выглядит. Вот, хорошо, когда здоровье есть бегать. Ну и когда забегов не очень много. В Суханово через 2 недели, да, через неделю 163 собаки записаны. Вот 163 раза пробежать, это уже нормально. Ну, я просто беру по принципу. Вроде бегут-то парами, но по 2 забега, поэтому примерно количество забегов примерно соответствует количеству собак. Так, произошел обрыв во время зарядки. Это уже что-то новенькое. Ну вот студентки не сразу поняли, что у них случился обрыв. Так сказать, даже легче стало переть приманку.
Я убрал звук прихода сообщений в чатик. К сожалению, телефон самовольно периодически включает этот звук. Поэтому приходится контролировать. Вот, принесли, доставили. Вызывается следующая пара. Следующая пара у нас юниорская. Или вообще это, я не вижу, я вижу только красную попону. А вот красная и белая. Ну вот это юниоры. Опять же, по владельцам я, к сожалению, их еще пока не научился. Но это от, так сказать, Стеши и Блейза. Ну, в белом, по-моему, был Барст. По-моему. А в красном это была Бриза, да? Да, это самая рыженькая была. Если это... Значит, это, видимо, Бриза в красном была. А, Барста нет? Понял, понял. Ну, понял. Славка, Бриза и Бурже. Ну, значит, это, видимо, Бурже. Вторая, потому что не Галина выводила. По-моему, направил более соосно с объективом. Там уже аж втроем девушки стоят. Страхуют друг друга. Да, когда такая еще пожухлая трава, пейзаж до конца нельзя сказать, весенний или осенний. Нет ощущения праздника. Прошу прощения за кашель. Я тут, кстати, читал, что у нас в Щелковском районе огромные какие-то миллионы рублей выделили на борьбу с борщевиком. Ну, значит,
Славка сейчас побежит. Одна юниорка. Уже идет команда на старт. Заметьте, все прям девчонки с лаем бегут за приманкой. Но в целом они очень неплохо, да, справляются. Следующими пойдут представительницы самого массового класса. Суки стандарт. Но я не знаю, просто, может быть, к нам присоединились новые зрители. В общем, Фрея была снята из-за травмы. Вот, поэтому их осталось только 5. Было 6, стало 5. Итак, вижу, что в красной попоне ведут Рейси. И, по-моему, она бежит с Рутой. Вот, мне кажется, такой расклад. Вот сейчас они входят в кадр, девчонки. В левой половине экрана можно видеть. Ну, в этот момент подносят приманку. Собственно, посмотрим опять зарядку, так как пока она не произойдет, забег не начнется. Что-то, хочу сказать, видимо, темнеет, что ли. Автофокус явно начинает ошибаться. Вроде так вот для глаза и не скажешь, а вот техника ругается на режим освещения. Может, из-за этого, конечно, что мы с кропа смотрим, с увеличения. Но вообще я очень рад, что, по-моему, открыл эту функцию. Потому что так-то, мне кажется, картинка гораздо лучше стала. Ну, может быть, там и пиксели, конечно, но хотя бы яснее, что происходит. Вот в правом верхнем углу дрона можно увидеть. Было, вот оно. Так, спортсменки идут в стартовую зону.
борщевик прямо по центру кадра получается. На себя забирает часть фокуса. Напоминаю, что в красном была Рейси, в белом Рута. Ну и еще хочется сказать, что конфигурация в обратную сторону трассы смотрится как-то более выигрышно. Действительно хорошие забеги получаются. Вот здесь в конфигурации угадали трассы. Так, можно точно сказать, что в следующей паре бежит Дера в белом, потому что я ее вижу. Ну, это, не, конечно, не стопроцентная вероятность, что она именно в этом бежит, но 99,9. Вот. Да, вторую участницу забега мы еще пока ждем, не видим. Так, опять случился расфокус. По-моему, Дера бежит с Алей. Ага. Что-то там про поврежденную лапу говорят. Соло-забег, что ли? Что-то я не вижу. Видимо, да. Видимо, Аля одна побежит.
Вот. Ну, Аля пробежала одна, видите, как раз сообщали там, да, что потому что Фрея снялась, а, видимо, жеребьевка-то прошла уже к тому моменту. Так, нет, я не того человека снимаю. Он без приманки. Остается у нас 2 забега выпитов. И 34% заряда аккумулятора. Ну и остаются Стеша и Дера. Дера в белом, Стеша, соответственно, в красном. Последнее приготовление и старт по готовности. В общем, Дера на некоторое время теряла приманку. Не знаю, видели вы или нет это дело. Ну, в общем, неудачно у нее сложился этот забег. Ну и ожидаем последнего забега выпитов спринтеров. Ну, последний забег выпитов, выпиты спринтеры, скажем так.
Мрачная картина постапокалипсиса. Ну что ж, давайте насладимся последним забегом выпитов на сегодня. В красном бежит Рим. Напарник загулял маленько. Так, а вот и второй. Возле вешки стоит, наблюдает. Так, друзья, ну, всем спасибо за внимание. На этом забеги выпитов закончены. Если вам интересна церемония награждения, то мы выйдем в эфир вновь, когда будут награждать выпитов. Я не знаю, сколько на это требуется, на подсчеты, оформление документов, но, наверное, не меньше получаса. Так, всем еще раз всем спасибо и до встречи на церемонии.